Здравствуйте, Динара. Да, действительно, ситуация непростая. В связи с падением курса рубля денежные переводы трудовых мигрантов из России сократились практически на 40% с начала этого года. И это отрицательно сказалось на экономике страны. Половину бюджета республики формируют именно эти перечисления. Реализация различных проектов и программ оказалась под угрозой. Также на родину из-за низкой оплаты труда в России вернулись более 15% мигрантов, а это 200 тысяч безработных. И получается так, что сейчас вот ребята, те, которые наши работали сейчас в России, если они раньше получали где-то $1000 в месяц, ну плюс-минус, сейчас получают где-то 500-600. Невыгодно. Мои родственники поехали, тоже вернулись. Не получается, не сходится, так сказать. Сегодня в России устроиться не получится, и ехать туда не стоит. В связи с этим произошло и падение курса национальной валюты. Сомони с начала года обесценился на 20%. Чтобы выправить ситуацию, в мае Национальный банк страны ввел беспрецедентные меры, взяв под полный контроль рынок валют, и сегодня сам устанавливает курс обмена. Но купить, скажем, доллары в пунктах обмена по цене, установленной Государственным банком, не получится. Для этого нужно доплатить 3-5% от ее официальной стоимости. Получается, в республике сформировался, так сказать, черный рынок валют. Динара.